Дорогие телезрители, передача «Авторивьера» поздравляет всех с Новым годом. Чтобы ни у водителей, ни у пассажиров никогда не было никаких проблем на дорогах. Счастливого вам Нового года и всегда доброй дороги. Сегодня наш путь пролегает по Рицинскому заповеднику. С нами компания «Гаруда Экспресс» и ее генеральный директор Георгий Ачба. Хотел бы поздравить всех жителей и гостей нашей страны с Новым годом 2016 и немного рассказать о том, чем мы теперь вновь начали заниматься. Компания «Гаруда Экспресс» уже много лет занимается такси и трансферами. С этого года мы запустили отдел экскурсионный. В связи с тем, что мы занялись этим делом, мы хотим посмотреть и сами пройти через зимний маршрут Рицы, так как для нас это еще неизведано. И так как в этом году Рица заявила о том, что она будет чиститься и что дороги будут доступны для транспорта, мы обязательно хотим это проверить на себе и начать возить сюда туристов. Мы едем по Рицинскому шоссе, которое проходит по одному из самых живописных туристических маршрутов – по ущелью вдоль реки Бзып. По пути следования расположены Голубое озеро, величественный каньон Юбшара. Вокруг красивые леса, поросшие густым мхом, и самшитовые заросли. Дорогу строили с 1932 года по 1936 год. Позже, в 1948 году, в связи со строительством государственной дачи, дорогу протянули вдоль озера Рица до Алатхары. Здесь очень сложный рельеф, поэтому потребовалось проложить множество мостов и туннелей. Георгий, мы продолжим разговор о вашем новом направлении и почему мы сегодня на зимней Рице. Мы хотим посмотреть, в принципе, на зимнюю дорогу, на зимнюю Рицу. А у вас какие цели? Так как компания занимается экскурсией, как я уже говорил, для нас очень важно быть уверенными в том, что все наши экскурсии, все, что мы будем делать, были идеально хорошим продуктом, а для того, чтобы это могло быть, это одной из составляющих. Мы должны видеть дорогу сами, мы должны посмотреть, как это, что это. Мы должны сопровождать своих туристов, так как зимнее время все-таки является более или менее опасным, оно не является настолько же таким же безопасным, как летнее, так как дорога иногда, у дороги есть наледи, могут быть, точнее, наледи, может быть все что угодно. Для того, чтобы не рисковать, лично моя задача и задача моих сотрудников заключается в том, чтобы мы своими глазами увидели все, что здесь происходит, и совершенно спокойной душой могли отправлять сюда своих туристов и гостей. Ну, мы сейчас только вот отъехали от Голубого озера, здесь еще снега нет. Хотя здесь тоже, по-моему, был снег, но он подтаял уже. Да. Вот, снегопады здесь не редкость, они будут чистить дорогу, и они это делали, и ждут туристов зимой. Ну, судя по прогнозам, ожидается достаточно высокий поток пассажиров, туристов в этот регион республики. Что касается снегоуборочной техники, мы вот тоже разговаривали с людьми причастными к этой ситуации, и они нас заверили в том, что все так и будет, что все соответствует действительности, и на зимнюю Рицу можно и нужно ехать. Ну, я думаю, мы сегодня возить. В этом убедимся. Надеемся. Огромная своими глазами. Другое дело, что мы не знаем, есть ли там снег. Мы едем почти наугад, там здесь, говорят, немного снега. Было много, но он растаял. Дорогу уже чистили не раз. Ну, судя по той технике, которую мы проехали нашего пути, практически, ну, более или менее, уже на 50% поверил в то, что все будет хорошо, потому что я увидел эту технику и увидел ихнюю готовность к данной ситуации. Вот у нас впереди идет наш микроавтобус с туристами. Мы надеемся, что им
нравится. Ну, я думаю, выше им больше, еще больше понравится, так как, мне кажется, они никогда до этого не видели зимнюю Рицу. Похвально, когда генеральный директор вместе со своими первыми пассажирами их сопровождаете. Может быть, можно было бы делегировать эту обязанность, да, кому-то. Но мне самому, когда я это вижу сам, и когда я убеждаюсь в том, что все четко, сам лично, мне просто так легче жить, мне легче, меньше беспокойств за партнеров, за пассажиров, за туроператоров, которые отправляют этих пассажиров. В общем, это сегодня у вас первый экскурсионный автобус. Идет тестирование маршрута «Зимняя Рица». Да, и Авторивьера вместе с нам помогает в этом деле. Дорога вполне сносная, конечно, хочется мечтать о лучшей дороге, но это тоже дело времени. Конечно. Мы 3 года назад здесь сделали передачу по заснеженной Рице на джипах, серьезных очень. Выехали, и по дороге просто невозможно было проехать. Там не все люди на подготовленных машинах, мы их вытаскивали. В общем, добирались часа 3. Тогда мы помечтали, что было бы хорошо, если здесь будут чистить дорогу. Спустя 3 года свершилось, теперь чистят дорогу, теперь свободнее может любой желающий попасть на Рицу. Да, вот даже обычный микроавтобус, он, видите, едет спокойно, без проблем. Но если следить за дорогой, и на легковой машине не будет проблемы приехать на Рицу. Да, тем более. Но в те годы там можно было доехать только на тракторе или на каком-то таком джипе, или когда растает снег. В зимний период по безопасности меры особые там. Ну, естественно, мы предпринимаем все, что можем для этих целей. К примеру, там зимняя резина. Наши сами водители достаточно опытные, люди, у которых не менее 20 лет водительского стажа за плечами. И водительского стажа не на БЦ категории, так скажем, а на именно Д категории водительского удостоверения. То есть это люди, которые всю жизнь возят людей на автобусах, на микроавтобусах. Но все, что можно было сделать, и все, что нам пришло в голову, что можно сделать для безопасности, мы, мне кажется, предусмотрели все. Похвально заметить, что дороги вот в туннелях, они были очень разбитые, сейчас вот заасфальтированные. Там и темно, и плюс вот были большие выбоины, множественные. Вполне сносная дорога, мне кажется, в данный момент. Мы вот едем без особых таких колебаний. На всем пути следования вижу новые знаки, свеженькие такие таблички, указатели. Это приятно. Вот эти деревья, обросшие мхом, они какие-то сказочные. Мы посещаем Рицу уже, наверное, каждый раз по 10 в году, и то нас эта красота поражает. А человек, который оказывается здесь впервые, для него это вообще сказка. Уже больше снега. Да, снежок появился. Да и температура уже +4. Там температура внизу у нас была 9, здесь 4. 4 Сейчас градуса. 4. Ну, напомним, что от основного шоссе до Рицы ехать 40 километров. И высота там 950 метров. Вот уже такая обледенелая, можно сказать, дорога. Если будут еще песочек посыпать, там был песок, да? Да, был песок. Местами я вижу горки песочка. Ну, маленькие. хорошая резина зимняя все равно не помешает. Лучше поставить. Для нас мы возим людей, мы можем подняться в день несколько раз на Рицу. Поэтому и это длится на протяжении достаточно долгого периода. То есть месяц, два, три. Соответственно, для нас это необходимо. И нам не то, что стоит, для нас это обязательно в любом случае. Для жителей страны, которые сюда не ездят каждый день, им, конечно, наверное, не рентабельно, я так думаю. Ну да, за несколько дней, хотя это бывает не несколько дней, бывает и
более. Ну, те, Ну, кто- на летней резине, в общем, по снегу, по гололеду делать нечего, это однозначно. Машина как корова. Пусть обращаются в Гаруда Экспресс, мы их отвезем на зимней резине. Да. Это будет и безопаснее, и интереснее, так как будет большая группа, будет интересно, хорошо. Можно выпить спиртное, отдохнуть и спокойно ехать уже на веселе с Рицы или на Рицу, так как за рулем будет опытный водитель, который, естественно, ничего не пил, сотрудник компании. Да, комфортно, когда тебя везет опытный водитель. Можно отдохнуть. Опытный водитель, также экскурсоводы у нас достаточно опытные. Люди, которые могут рассказать многое, если не сказать все, многое рассказать о нашей стране, и не только о Рице. Есть Восточная Абхазия, тоже очень интересная сама по себе. Вот и величественный Юбшарский каньон. Вот отсюда и снега уже побольше, чуть-чуть. Песочек на мосту был, видели, да? Да, песочек посыпают, значит. Ну, конечно, здесь ночью замерзает. Вот тут уже зима чувствуется. Есть все предпосылки к тому, что в этом году будет очень большой наплыв туристов, и даже на новогодние праздники. И нужно быть готовым во всеоружии, не опозориться, не осрамить себя и свою страну. И для всех известен факт, что компания Гаруда Экспресс или делает хорошо, или не делает вовсе. Для нас это самое главное. То есть начать экскурсии и экскурсионное направление открыть очень давняя идея у меня. И очень давние предложения были от партнеров, от друзей, от товарищей и так далее. Но мы этого не делали, потому что мы не были готовы полностью. Все предыдущие направления, которые у нас уже на тот момент были, они не были еще настолько качественно отработаны, чтобы можно было это отдать менеджерам и начать заниматься чем-то новым для меня. Теперь я уверен в такси, уверен в трансфере, и вот занимаемся теперь экскурсиями. И их мы доведем до идеального состояния, и потом будем делать какие-то еще дополнительные В направления. общем, вы закольцевали все это, оно в принципе взаимосвязано, и все, Да, за все вы несете ответственность. Да, А мы думали, что может и нет снега. да. Глубоко ошиблись. Да, тут зимой, в принципе, здесь снега всегда хватает. На днях уже поток пойдет посерьезнее, наверное. И дороги уделят больше внимания. Ну, дорога вполне сносная, мне кажется, Да. даже сейчас. По крайней мере, для нашей машины она идеальная. А как мы видим, водитель нашего микроавтобуса себя ведет тоже достаточно уверенно, да, на дороге. Ну, пока вот серьезных каких-то Да. преград нет. Так что значит все вполне легко и просто. Все-таки какая красивая наша Рица. Здесь самое узкое место, по-моему, да, вот где разъезжаться тяжело, особенно автобусом. Да. Не зря вы сегодня с нами поехали. Как может быть зря? Наоборот, нам нравится. Мне, по крайней мере, очень нравится все, что происходит. Бывали зимой на Рице? Вы знаете, к большому сожалению, нет. Никогда раньше не бывал. И сейчас я сам здесь на экскурсии, можно сказать. И для меня тоже это все новое. Сейчас вы еще больше укрепитесь во мнении, что зимний туризм очень перспективно, мне кажется. Да, очень похоже на то.
еще помечтаем, и еще горнолыжные у нас будут трассы Я думаю, что они Через- обязательно будут. сколько-нибудь лет. Видите, ваши мечты сбываются. Да. Само собой, наверное, раз дорога есть, появятся всякие аттракционы и общепит. Все будет работать. Согласен. Согласен, да. И когда есть дорога, уже все, инфраструктура нарастает. Когда есть дорога, свет, интернет. Когда Всё. не чистилась дорога, естественно, сюда добирались только самые, не знаю, Отважные. смелые, отважные на серьезных машинах каких-нибудь. Температура, кстати, чуть выше стала, плюс 6. Да, здесь на солнце. Заснеженные горы, шапки. Очень красиво смотрится. Вот мы приехали на Рицу очень быстро. Дорога оказалась лучше, чем мы думали. Да. Очень быстро приехали. Георгий, ну мы с вами добрались до конечного пункта нашего следования, до озера Рица. Все благополучно. Да, я приятно удивлен, очень даже приятно удивлен. Все очень хорошо. Мы добрались достаточно, даже намного быстрее, чем мы ожидали до Рицы. И я думаю, что наши туристы, которых мы привезли сегодня, они тоже будут очень обрадованы. Все очень приятно, очень интересно. Ну, сейчас посмотрим дальше на саму Рицу. Еще раз всех с Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. Всего Спасибо доброго. вам, Спасибо. компании Гаруда, за то, что вы сегодня с нами. Мы всегда рядом с гражданами и с гостями нашей страны. До новых встреч.